снова на обслуживание. Такой вот пепелац. Стоп. Пепелац. Все, хозяина не снимаю. Вот пепел к деньгам. Салон, в принципе, нормальная машинка. Какой год? 14-й год, уже рестайл. Вот, видите, как рестайл отличается. Открытый рот называется. Обычная комплектация. LED. Ну все, сейчас проверим батареечку со снятием, обслужим батареечку, продуем. В принципе, все как на видео. Потом EGR. В общем, комплекс прям по всей машине. Постараюсь одним двигателем, одним видосом быстренько запишу. В общем, только купил номер К085. Будем смотреть, что там. Вовремя приехал, вовремя ко мне приехал. Если батарея хорошая, чисто за счет того, что она хорошая, выжила. Смотрите, пожалуйста, какой фильтр. Тупо войлок, да. Ну, сейчас я его буду снимать. Покажу. В общем, смотрите, как все чистенько здесь. Ни ржавчинки, ничего. Тут где-то лежала, где-то там лежала под сиденьем. Смотрите, трофейная зажигалка досталась. Все на японском языке. Big. Ну-ка. Горит. О, сразу загорается, смотрите. Хоп. Ложных загораний нету. Как бы я ни щелкнул, всегда загорается. Вот что значит в третью страну мира по экономике заехать. И еще что был. Ну и шарик. Вот такие трофеи, ребят, находим. Итак, переключаемся на... До такого состояния запускать нельзя, ребят. Это уже все. Практически смерть. Я вот сейчас сниму его. Поснимай, пожалуйста. Там есть вот плюс-минус увеличивать. Снимаем. Опа. Ну-ка, на просвет. Есть просвет? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Представьте, да, как работало. Вот, допустим, я сейчас так дую, фиг. Не отлипает, блин. Ладно. В общем, сейчас продувать буду. Пока видос на паузу можно вот нажать. В общем, вовремя спасли, вовремя заглянули. Благодаря моим роликам. Даже нет, я сам подходил на строительном рынке. Да. Человек сам подошел. Вот, смотри, как приходится дуть. О, полетели. Летите, дорогие, в Японию и обратно. Нам ваши хлопья не нужны. В общем, эта сеточка, смотрите, сколько спасла, да? Всего лишь навсего она имеет вот такую ячею. Не прям... Ну, воздух хорошо здесь будет проходить. Как она удержала, да, вот эти здесь? Итак, это мы сюда. Сам впускной. Там он чистенький. Пластик видно свеженький такой прям, да? Блестится, блестит. Ну, посмотрим, сколько залетело вовнутрь. Сюда зайди, пожалуйста, покажи лопасти, перчатки. Как бы вот так увеличивать. Не, просто увеличить. Ага. Лопасти, перчатки. Ну все, отдаляй. Сейчас чуть-чуть я газану и вылетит вот отсюда птичка. Отсюда вылетит птичка. Не вылетает. Относительно не вылетает. Это тяжелый вот это. Тяжелый. Грязь тяжелая. Приходится как. Вот такая грязь. Это не пыль уже, а грязь.
Пломба. Итак, откупорим же кубышку. Все чистенько. Ну, на вид, по крайней мере, чистенько. Посмотрим. Чисто. Все, можно пока паузу. Итак, хозяин автомобиля Федот, говорит, мое видео смотрит и теперь спать не может, поэтому решил приехать. Ну, в принципе, правильно сделал, что приехал. Все контакты зеленые. Пожалуйста, как бы тут ничего не сказать. Сперва я контакты обслужу, потому что было уже такое, что мой прибор не может крабиками зацепиться. Вот, крабиками своими не может зацепиться, потому что на болтах окислы. В общем, сейчас первым делом розетовую ее, контакты поменяю, а потом уже подсоединюсь. Ну вот сейчас Федот рассказывает, что гибрид это тема. Вот. Потому что, говоришь, на 1000 заправился, куда съездил? До Намцев. Потом, а там катался? Катался. И... Потом обратно приехал. Так, обратно приехал. И еще осталось, хочешь сказать. Здесь в городе покатался, потом обратно поехал и вот сегодня приехал. 2 раза в Намцы, что ли? А? На 1000 рублей? Да. А сколько туда ехать? До туда? Да. 80. Ну вот, ребята, смотрите сами. Я не знаю, это чисто реальный отзыв человека, который просто сам катается. Зачем ему это? Я сам знаю, что такое гибрид сейчас. Я сам чувствую эту разницу. Единственное, то, что вот такие моменты надо обслуживать. Как бы предположение у меня такое, почему вот так вот окисает, да? Ну просто стоит машина, неизвестно же, когда она продалась. Это мы здесь, даже у нас сейчас здесь выставил на продажу, поставил на авторынок и не знаешь, когда она продастся. Месяц может. У меня одна машина была, которая год продавалась, прям реально год. Я на ней там 2 раза, 3 раза, может, выезжал там куда-то. А если японец, допустим, поставил на аукцион, мы же не знаем, сколько она будет там у них стоять. И вот она стоит вот с такими контактами, грубо говоря, тупо стоит и тупо разряжается, непонятно как. Один какой-нибудь сильно разряжается, другой не разряжается, и вот как бы по одному зубчику и деградация идет. И вот без пробежки приезжает с непонятно там количество батареи. Вот, допустим, последний раз там было тоже вот без пробежки, вот поменяли. Казалось бы, там должна была середина просесть, а просел. Ну вот, в середине просел, и бока почему-то просели. Вот как-то вот так вот. Странные такие моменты происходят. Не прям середина, как вот, допустим, у нормальной машины, которая просто реально в хвост и в гриву, когда работает, прям она реально вот пашет каждый день. Она вот проседает посередине. А тут, когда она тупо стоит вот с такими контактами, 1, 2, вот где-то здесь может вылететь зубчик, здесь вылететь. Ну типа как кариес, короче. Никто же не знает, кариес именно на каком зубе вылезет. И тут то же самое. Тупо стоит, и вот так вот непонятно. А если бы она работала, то она проседает посередине. Потому что здесь нагрузка температурная большая. Ну, я создаю, как говорится, я для этого и здесь, чтобы прекратить этот кариес, так скажем. Чтобы зубы не гнили. Ну, это аналогия с зубами. Зубы, чтобы не гнили. Надо кариес чистить. Пломбочки ставить. И, соответственно, я сейчас поменяю эти контакты, и уже будет батареечка сама не разряжаться просто. На этот вот зелень, на эту тратиться уже не будет. Ну, смотрите, задняя сторона какая грязная. Ну, где тут контакт будет? Так что, вот такой момент рассказал. В общем, парень приехал, разница в статике 0,17, 0,18 после того, как контакты поменяли. Ну, первые 400 метров разрядка пошла. Все, разряжаем, посмотрим. Первые 400 метров должен пройти 3 минуты 15 секунд. Итак, первый этап 3.20, разбег 26. Плохо. Дальше едем. Этот разбег показывает 27-28. В общем, должно быть 15. Это нормально. Чем больше, тем хуже. Как бы 30 это уже в 2 раза больше. Посмотрим сейчас вот на втором этапе, что покажет. Может быть, придется маленечко тусануть ее.
чуть-чуть попозже посмотрю, видос поснимаю. Пока тут все подцеплено, чтобы, не дай бог, что-нибудь не отлетело. Посмотрим дату, по номерам посмотрим. Тусовали тут, не тусовали, лазили, не лазили. В общем, разница большая. 28 вольт, 0,28. Короче, за место В надо нолик поставить. 280. Это много. Должно быть 150. Ну, в норме. Посмотрим. Ну, сейчас минимальный. Что показывает? Серединку показывает минимально. Вот даже можем вот там посмотреть на графике. В принципе, Федот может туда подойти. Там лучше видно. Я тебе буду говорить, куда смотреть. Так. Хозяин автомобиля. Оп! Чуть не попал в кадр. В общем, помимо того, что вот такой график есть еще схематический график в виде, в виде вот таких вот полос, так скажем, синусоид. Кто там поумничаю маленечко. В общем, эти синусоиды разбегаются, видите, верхний, 14-й. Ну, в принципе, характерный. Разбег характерный тому, что тут никто ничего не делал. Самый верхний 14-й, вот видишь, да? Ага, большой вольтаж. Это вот боковые. Всегда показываю, это вот боковые, где хорошее охлаждение. Это нормально. И самые вот потом идут после них по силе. Идут вот первый, второй, третий. Это черный, вот смотри, черный. Вот я их убираю, смотри там, хоп, видишь? Убираю. Вот черный потом идет. Это вот первый. И второй вот серый. Потом третий вот зеленый. И еще вот с этого края, допустим, я края, видишь, крайние поубираю. Смотри, вот я крайний убрал. Да, а вот это серединка. Самый слабый это вот, хоп, желтый. Видишь? Это самая серединка, прям ровно 8. Вот они, вот ровно. Вот вся серединочка. Это говорит о том, что правильный был износ батареи. Вот сейчас, допустим, 14-ю мы поставим. Смотрите, где она появилась. Хоп, она наверху, да? И вот первую поставим, боковушечку. Хоп, она тоже наверху. Вот 13-й поставим. Хоба, он тоже наверху, смотрите. Хоп. И вот второй хоба. Он опять наверху. Ну, чуть-чуть, конечно, ниже, чем 13-й. В общем, вот так вот. Вот такой вот график. Можно, вот, допустим, всех отключить. Хоп, отключил. Первый поставил. Вот черный, сильный, да? Второй кто у нас? Хоп, ниже, да, чем первый. Потом третий, еще ниже. Четвертый, еще ниже должен быть. Вот, пятый, еще ниже должен быть. А нет, вот пятый чуть-чуть посильнее, почему-то четвертого, ну да ладно. Итак, второй этап, 3 минуты 27. Пока играемся. Вот когда вот так стоп нажимается, график формируется по новой, поэтому... Ну, уловили, короче. Как смотреть, да? Так, третий этап пошел. Посмотрим, разница 23. В принципе, чуть-чуть тусануть и нормально будет. Пока не такой критичный износ. А тут у нас есть один товарищ, тоже как конкурент. Ну, в принципе, специалист, назовем. Он любит так тусовать. Горочкой называется. Но опять-таки горочка может быть полезна, когда разбег не такой большой. Вот. Тогда полезно горочку делать. А если разбег большой, ну, в принципе, здесь посмотрим. Сейчас с хозяином покватурим, что да как. Может быть, эти все перекидки и так далее перенесем на какой-нибудь другой. Но уже пора уже делать это. Я бы стал сразу делать это, потому что усугубляется ситуация. Ситуация, как в нашей стране, может быть, рубль может быть только ниже, выше не может быть. Это то же самое. Ну а сейчас я могу подвести итог. Третий этап, 2 минуты 28 секунд. Разница 0,22. Блин. Разница 0,22. Батарея почти вся ровная. Почти вся ровная. Ну, стоит внимания, короче, уделите.
так скажем. Тут небольшая перекидка, по идее, нужна, чтобы она нормально все было. И все. Сейчас мы с клиентом переговорим и продолжим видео. С батареей закончили. Все, там человек может дальше кататься спокойно. Все объяснил, все показал, что к чему, какой износ. 3-10. Сейчас EGR чистим. Дроссельную заслонку. Все у меня чистенькое есть, вон там на полочке. Просто дроссель почищу. В принципе, приступаю. Я помню, почему я поменял автомобиль Prius, потому что мне ударили, короче, его в зад. Сдавала машина 41-й, москвич, мужичок на... У него, я еще смотрю, такой москвич, думаю, сохранившийся 41-й. Ну, кто знает, это переднеприводный. И он, короче, заднюю дал, видимо, у него глушитель или что, едет на меня и пердит. Брум-брум, там перегазовывать же надо, механика. Я ему сигналю, что бам-бам, ну-ка посигналь сейчас. Во! Потому что человек что сделал? Поменял, поставил волговский, а у меня родные стояли. Я ему сигналю, он на меня идет и бах, короче. А я уже заднюю дал, а толку-то, блин, тот пока перегазовывает, у него там глушитель, и получается в меня врезался. Так что еще раз по сигналька. О, красота. Где купил? Тамара. На Тамаре сколько стоит? 1000 рублей. 1000 рублей. И сразу звук вот такой. Ну, может сгореть. Шлейф ARS, SRS, Airbag. Вот здесь может сгореть. Ребят, так что на свой страх и риск. Сильно не долбите, не сигнальте. Так вот чуть-чуть. И все, и хватит. Не делайте, как на свадьбах. Так что вот такой момент. Ну, продолжаем. Еще хочу показать косвенный признак пробега. Это вот гальванизация, так скажем. Металл, когда вот здесь начинает так оголяться. Но у меня тоже Prius был, который синий, про который я рассказывал, ударили. Тоже вот такая штука была. Я просто зачистил и баллончиком покрасил. В принципе, это надо тоже сделать. Снять. Но я сейчас хозяину дам, если захочет, может. Ну, он баллончик дам, пусть покрасит. Пока будем. Вот, матовая краска. Если хочет, может сделать. В принципе. Мне не жалко. Покажу, что делать. В общем, берем вот... О, переверни. Ага. Берем, вот видите, она как бы уже вот пупырщится. Под ней есть что-то, пустота есть. Пустоты. Короче, вот так вот надо. Вон, кусок краски отлетел. Попытаться как можно больше расшкурить. В принципе, у кого такое есть. Ну, у меня сейчас тут наждачки нет, как бы, в таких условиях. Гаражных, как бы, в качестве бонуса, скажем, делаю. Полезное. Показываю, как лайфхак, ребят. Все, уже не отэтывается. Видно, больше тут пупырок нету. Видел же, да, пупырка была? Угу. Он отлетел прямо. Как вздутость. По идее, тут наждачечкой надо так зашкурить. По идее. Этого, по-моему, достаточно. Итак, потом хозяин сам баллончиком покрасит. Вот это первый. А вот второй. Посмотрим. Здесь вот выпуклость есть. Видно, нет? Видишь? Угу. Выпуклость, краска уже начинает пучиться. Поэтому берем наглую ее, очищаем. Сейчас ломаю свой последний, наверное, рабочий мой инструмент. В общем, как смогли, зашкурили. Че я парюсь? Ё-моё, ребята. Ёк-макарёк, все. Че я туплю? Да? Ну, у кого такой штуки нету, в принципе, у каждого, наверное, есть сейчас. На шуруповерт одевают. Опасная хрень. Где он? Где подопытный? Подопытный. Тихо.
Красота. Так, у меня где-то были очки, погоди-ка. Я очки принесу, сюда хочу очки. Пока пауза. В общем, поснимаю еще. Итак, всегда используйте средства индивидуальной защиты глаз. В глаза может прилететь. В глаза. Ну, у кого такая штука есть, намного лучший результат. Смотрите, что получилось. Это я тупанул сразу. Ага. Включим. Опасная штука. Прям как себе делаю, я знаю. Ладно, еще. Красота. Все. Ну а хозяин сам пойдет сейчас баллончиком на улице попшикает, там положит день, так пшик-пшик-пшик-пшик. Потом чуть какое-то время пройдет, еще пшик-пшик-пшик-пшик. И все. Потом результат снимем дальше. Ладно, что-то я отвлекся, пора дальше работать. В общем, ребята, фишек тут сколько? Раз, два, три, четыре. Подождите. С этой стороны. Раз, два, три, четыре. С этой стороны 4 фишки. А с этой стороны 2 фишки. Раз, два. Так, здесь еще MAF сенсор. Не забываем его подключить. Вот, EGR фишка. Опа. Вот. Хозяин тут делал стойки, короче, поднимал. Забыл вот эту штуку, короче, перефигачить. Она вот так болтается. Кто-то в нас в группе тоже писал, что это болтается. Это он просто, она должна была вот здесь стоять. Вот здесь и вот здесь у нее 2 места своих. Это получается подогрев зоны дворников. Вот здесь вот бывает развязка такая на стекле. И тут тены идут, чтобы дворники отогревать. Короче, подогрев стекла. Вот эта вот заглушка. Это просто тупо заглушка. Вот. Она вот здесь крепится. Хоп-хоп. А кто уже лазил, она здесь болтается. Еще, говорит, хозяин одну не закрутил эту. Вот. Видите? У него так на кочках болталась. И стук. Что за стук? Что за стук? А вот это стук. Ну и эту тоже он вырвал. В принципе, такие моменты. Старайтесь назад воткнуть. Все болты назад крутить, чтобы лишних не было. Если лишние остаются, значит что-то не докрутили. И может брякать. Или выйти из строя. Ну смотрим. Все снял. Коллектор забитый. Ну не сказать, что прям жестко грязный. В общем, мне отсюда с этого коллектора. Мне с этого коллектора надо снять вот этот датчик и вот этот датчик. Все. Так, клапан EGR. Ну как всегда. Такой имеет сухой налет. И вот трубочка тоже имеет такой налет сухой. Дроссель грязноватый, вон там подтеки есть, масло. Вот отсюда даже видно грязный. В общем, все это чищу, ставлю. Да, забыл показать, вот мой чистый, ну там просвет есть. Вот хозяин грязный, ну-ка, просвет, свет в конце туннеля. Ага. Что-то пытается он там пробиться. В общем, забитый. В общем, это мне остается. Это мне остается. Так, коллектор чистый. Коллектор чистый. Наичистейший коллектор прям. Блин. Наичистейший коллектор. Сюда. Все. Меняю прокладку вот отсюда, снимаю, туда ставлю. И датчики. Итак, скрыли свечи. Зазор, конечно, космос. Ну и пробитие. Еще родные. Сколько там пробег по одометру? 150. 150 тысяч они прошли, ребят. Ну, конечно, сколько их можно долбить. В общем, у меня выбор теперь есть.
Есть бриски. И есть вот такие свечи. Привет конкурентам. Торч. Номер 1 среди китайцев. Китайская фирма. Все тут есть, все графики и так далее. Здесь ничего, никаких графиков не предоставлено. В общем, хочу их себе поставить, попробовать. До Владика и обратно. Посмотреть, что да как. А сейчас хозяину бриски поставлю. В принципе, тоже вариант хороший. Но китайцы номер 1, ребята. Сейчас во всем мире всех уже делают. В общем, когда обслуживание идет, ребят, надо всегда менять фильтр. Если там вот такое вот загрязнение будет, смысл, то, что я чистил, смысл какой? Посмотрите. Вот видите, да? Смысл какой, что я чистил дроссель. Вот сейчас свеженькое одел, все. Можешь какое-то время ездить. Ну, желательно раз хотя бы, один раз в две замены масла менять. Хотя бы. Но в идеале, конечно, каждый раз заменой масла менять и фильтр воздушный. Вот. Сейчас у них, конечно, качество. Не сказать, что прям четкое, но этот я его выбирал по длине вот самого вот этого фильтрующего элемента. В общем, сейчас уже начинаю его морать руками, перчаткой. Поэтому желательно, конечно, свечи менять, ребят. Ну, сами поглядите, вот свечи стояли. Ну что, сколько они еще должны были ездить? Вот сколько вот ваше вот мнение, ребят, подписчики. Сколько вот еще должна вот эта свечка еще? 150 она отхерачила уже 1000. И сколько еще она должна 1000 проехать? Но она может, в принципе. В принципе, она может. Она, базар везет. Все, вот родные 3 точечки, видите? 3 точечки. Сколько еще она должна проходить? Ну, раз полезли уже, все надо делать. В общем, свечи, дроссель, ЕГР почищен. Все, теперь смело. В следующем году в это же время приезжаешь, смотришь. Если свечки отошли, то меняешь. Ну, смотря сколько человек пробежит за год. Я же не знаю, сколько он за год пробежит. Может и 100 тысяч пробежать. Может он начнет, скажет, ну и нафиг эту работу буду я таксовать, блин, межгород. Вот. Во Владик поедет там 5 раз, блин, и так далее. В принципе, машина позволяет. Ладно, буду собирать это все дело. Заводить, отпускать. Так, видео затянулось уже. Ну, заводи. Дворнички подсохли. Ну, тоже вот мой момент. Заводи. Чуть-чуть должно тряхануть. А, все. Ну, заводи, Федор. Управляемый что это Toyota. Вот бустер должен так сработать. Все. Симцалабим, ахалай махалай. Газ нажимай. Нажимай газ. Ну ты чё, блин, уже второй клиент, который не может завести машину. Ну кнопку-то нажми. Да. Ну ё-моё, блин. Второй забывает уже, что надо вот так, где газ нажми. Все, ничего не тряхануло, все классно. Работа выполнена. Можно убирать защиту от механического воздействия. Все, выезжаем. Хоп. Все, теперь можно кататься без проблем. Вообще четкая машинка на обслуживании. Вот так вот фоточку сделаю, наверное. На аватарку пойдет. Буду собирать. Что я хотел добавить, ребят, то что это вредная вообще тема на самом деле. С химией работаешь, с карбклинером работаешь. Это вот грязь, вот это вот все. Это реально в руки портишь и так далее. Как бы я не ною, ничего не говорю. Просто можете самостоятельно этим заниматься. Кому нравится, можете сами заниматься. У кого руки
и время есть, и желание понюхать эти все запахи, в принципе, можете заниматься сами. Свечечки, все выкладываю. Свечи, пожалуйста, бриски, либо торч. Я вот себе торч поставлю, потому что я хочу их реально проверить на своем опыте, чтобы потом можно было людям ставить без зазрения. Эти-то у меня проверенные, я такие всегда ставил, как бы знаю, что, что они хорошие. Но торч номер один во всем, китайцы номер один, поэтому я буду их, наверное, использовать для себя. Ну и сравнить бы, конечно, их теоретически. В общем, это уже другая история. Соберу инструмент, помою руки, да домой. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире.